Это «Человек в праве», я Андрей Куницын. Здравствуйте. Вот уже месяц Максим Степанов находится в якутском следственном изоляторе по подозрению в совершении, на мой взгляд, одного из самых тяжких преступлений в современном УК – насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. 132-я статья подразумевает наказание в виде 20 лет лишения свободы. Максима отправили в СИЗО после заявления супруги. Якобы мужчина домогался до 8-летней падчерицы. Обстоятельства, после которых это заявление появилось на свет, вы сейчас узнаете из расследования нашего корреспондента. Пока же я скажу об одном факте, который нас и заставил этой историей заняться. Жена Максима Степанова весь этот месяц ходит в Следственный комитет и пишет чистосердечные признания в ложном доносе. Это ее 10-й визит в Следственный комитет, хотя правильно визит называть явка с повинной. Я подаю эти явки с повинной почти каждую неделю, даже несколько раз в неделю. Она умоляет правоохранителей наказать себя за ложный донос и готова отправиться в колонию на 6 лет, лишь бы муж, который по ее инициативе находится в СИЗО, пожалуй, по самой грязной статье в УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» вышел на свободу. Байырма, якобы мы не можем это утверждать, так как нет еще результатов психолого-психиатрической экспертизы, подговорила свою 8-летнюю дочь оклеветать отчима. Следователи на заявление отреагировали сразу, по-другому и не могли. Сказала, что он алкоголик, что он там деградант какой-то. И, в общем, и то, что он якобы трогал гениталии дочери. Максим появился в жизни Байырмы в 2020-м. Влюбился, что называется, с первого взгляда. Женщина в тот момент одна воспитывала 3-годовалую Аишу. За 5 лет брака у пары появились на свет уже общие дети – дочь и сын. Аишу Максим принял как родную. В нем девочка души не чает и называет папой. Мама сказала мне сказать полиции, что он меня трогал. А как она тебе это сказала? Трогал за гениталии. Я не знаю, что это такое. Когда Аиша поняла, что папа домой не вернется, стала просить маму все исправить, но было уже поздно. Дальше слезы и осознание, что натворила. Байырма пыталась найти поддержку среди подписчиков, записывая эмоциональные сторис. Боже мой, я хочу все вернуть. Я хочу, это страшный сон какой-то. Я ненавижу себя. Признавалась, что в пылу очередной ссоры, что называется, сорвало крышу. Несколько дней вынашивала идею о том, как наказать мужа. Делилась своими планами с подругами. Дочери преподнесла это все как игру и даже заставила заучить текст, что именно говорить полицейским. Анастасия Грудинина – одна из тех, кто пыталась отговорить